Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. За последнее время погода была щедра на снегопады и резкие перепады температур. Жители, а в первую очередь автомобилисты, ощутили на себе капризы погоды и нерадивого подрядчика, который должен был убирать этот самый снег. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. В новом составе. В начале февраля состоялось первое заседание обновленного общественного совета Сосногорского района. Сделай свой выбор. Стартовало голосование на определение общественной территории, которая будет благоустроена по федеральной программе. Впервые в нашем городе. Сосногорск принял первенство северо-запада по рукопашному бою. Последние 2 недели подрядчик, который выиграл контракт на уборку города, борется со снегом, а муниципальные власти, в свою очередь, с самим нерадивым подрядчиком. Причиной стали жалобы жителей и специалистов администрации на некачественную уборку основных городских артерий и, что немаловажно, тротуаров. Эта история сильно встревожила жителей еще в начале февраля. Несмотря на то, что снег с городских дорог убирался, автомобилисты обращали внимание на колейность и высокие снежные отвалы на обочинах, которые закрывали обзор. В начале февраля специалисты управления ЖКХ и депутаты в рамках контрольного рейда поставили работе подрядчика оценку «Неуд». Город очищен очень плохо. На сегодняшний день мы проехались по многим улицам. И, конечно же, ситуацию это нужно срочно что-то с этой ситуацией делать. После этого началась претензионная работа, но этот процесс, к сожалению, не быстрый. Подрядчик, компания «Северный город», на тот момент обещала в 10-дневный срок устранить все нарекания. Основные претензии, да их много претензий на самом деле, это колейность на дорогах абсолютно на всех, и также по маршрутам. Колейность у нас свыше 5 сантиметров, завышение обочины, также у нас сужение проезжей части. А это все предпосылка к созданию аварийной ситуации. Свою проверку провели и сотрудники госавтоинспекции. Результатом рейда стали предписания в адрес компании-подрядчика. Но ВОС и ныне там. На минувшей неделе положительной динамики в уборке города особо не наблюдалось. Подрядчика не пугают даже штрафные санкции. На сегодняшний день в его адрес направлены многочисленные акты с замечаниями. Но, по мнению специалистов администрации, они либо полностью игнорируются, либо выполняются частично. В планах районных властей расторжение контракта в одностороннем порядке. В этом случае материалы будут направлены в управление Федеральной антимонопольной службы для решения вопроса о включении компании «Северный город» в реестр недобросовестных поставщиков. Павел Дорников, Елена Двожик и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. 30 лет назад, 15 февраля, завершился вывод советских войск из Афганистана. В ходе десятилетней войны с 79 по 89 годы страна потеряла около 15 тысяч советских военнослужащих. Из нашей республики выполнить свой интернациональный долг ушло более 5 тысяч жителей Коми. 80 из них погибли, в том числе 4 из Сосногорска. 2 пропали без вести. Накануне памятной даты молодежь Сосногорска совместно с членами Сосногорского отделения Союза ветеранов Афганистана приняла участие в мероприятии по благоустройству могил солдат, не вернувшихся с той войны, и тех, кто ее прошел и умер уже в мирное время. Дети подошли с энтузиазмом к этому вопросу, то есть желающих на самом деле было больше. Ветераны афганской войны, а также волонтеры Победы и учащиеся кадетской школы буквально за пару часов очистили от снега около десятка могил. А уже в сам день вывода советских войск из Афганистана десятки жителей Сосногорска собрались в городском сквере участников локальных военных конфликтов, расположенном возле здания военного комиссариата. Когда говорят о локальных конфликтах, представляют что-то совсем небольшое. Но правда в том, что огромное количество наших граждан, разбросанных по нашей большой стране, прошли эти точки. Память павших боевых товарищей и тех, кто ушел уже в мирное время, почтили минутой молчания, а также возложили цветы к подножию обелиска. Сегодня день уважения и благодарности вам, тем, кто прошли афганскими тропами, тех, для которых эта война стала смыслом жизни. Сегодня мы отдаем вам дань глубокого уважения
Мы гордимся вами, воины-интернационалисты. Вы являетесь примером для нас. Кульминацией мероприятия стало вскрытие капсулы времени, заложенной 11 лет назад в день открытия сквера. Зачитав строки послания, сосногорские ветераны войны в Афганистане составили новое послание, которое будет зачитано через 10 лет. Продолжилось мероприятие вечером в городском доме культуры «Горизонт». Подарком ветеранам стал документальный фильм, снятый нашим телеканалом. Он основан на воспоминаниях сосногорцев, прошедших через горнило афганской войны. По мнению главы района, этот фильм нужно обязательно показывать в школах Сосногорска. Чтобы наши дети знали, что вымышленные герои живут в голливудских фильмах, а настоящие среди нас. Я также очень надеюсь, что ветераны афганской войны продолжат свою общественную миссию по патриотическому воспитанию наших юных, да и взрослых сосногорцев. Вы являетесь примером настоящего мужества и отваги. Торжественный вечер продолжила церемония вручения муниципальных грамот и благодарностей, а также памятных медалей. Завершила День памяти встреча главы Сосногорского района с ветеранами войны в Афганистане в неформальной обстановке. В Сосногорском районе сформирован новый состав общественного совета. К своей работе он уже приступил в начале февраля. В него вошли 15 человек, которые представляют не только общественные организации, но и многие, в том числе и сельские населенные пункты района. О первом заседании совета в нашем материале. Развитие диалога между властью и обществом – основной вектор, которому будет следовать обновленный состав общественного совета. Ведь если власть не прислушивается к обществу, то ее работа не может быть эффективна. Это отметил в своей речи глава района Сергей Дегтяренко. В этом году, я вижу, состав у нас общественного совета практически полностью поменялся, обновился. Я уверен, что это нам гарантирует массу новых идей по улучшению качества жизни всех наших жителей. Но я думаю, что и опытные члены уже общественного совета, которые здесь тоже присутствуют в этом составе, несомненно, будут во всем помогать. В этом году в состав совета вошли не только представители общественных организаций, но и те, кто знаком с проблемами поселков не понаслышке. Это жители Войвожа, Нижнего Одесса, а также села Устюхтан. Анна Карасева, которая впервые попала в новую команду, уверена, что власть будет слышать общественников. Сотрудничество с администрацией в первую очередь, как я понимаю, по регламенту, по положению совета. Думаю, что Сергей Васильевич сказал, что он будет прислушиваться и в любое время может принять любого члена общественного совета, чтобы был конструктивный диалог. Решать проблемы сообща и находить общий язык – одна из миссий, которую несет Совет. Его участники уверены, что работа должна быть не на словах, а в первую очередь на деле. Тогда и острые вопросы, которые беспокоят жителей, если не решаться сразу, то могут сдвинуться с мертвой точки. Для меня, как для водителя, основная проблема – это, конечно, состояние дорог, дворов, остановок. Потому что я детей вожу на автобусе, и очень вижу, что больше не подъехать, не высадить, не посадить. Но основная проблема, для меня это дороги, дворы. Я надеюсь, что мы, работая в общественном совете, каким-то образом все-таки повлияем и решим несколько, хотя бы, даже если одну проблему мы решим нашего поселка, можно озвучить эту проблему, хотя бы проблему некачественной воды. Если нам удастся на этом уровне решить хотя бы одну эту уже проблему, я буду считать, что я свою миссию выполнила. Первое в этом году заседание носило организационный характер. Члены Совета выбрали председателя, им стала Лариса Милевская, а также сформировали 3 профильных комиссии. У нас 4 человека, получается, после предыдущих советов. Есть люди, которые были все 4 совета. Я надеюсь на их опыт, на подсказку, которую они мне дадут. Но мне очень понравилась наша команда, потому что люди живые, люди хотят работать, люди уже говорят, дайте мне задание, дайте мне поручение, чтобы я могла посмотреть. Поэтому я думаю, что у нас будет довольно продуктивная и плодотворная работа. В следующий раз общественники соберутся уже в марте. К этому времени председатель поручила членам Совета внести свои предложения в план работы и определить приоритетные направления, требующие пристального внимания общественности. Павел Дурников, Елена Двожик и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск.
На минувшей неделе в муниципалитете стартовало голосование по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Среди претендентов – мини-парк в железнодорожной части города, сквер в 6-м микрорайоне, сквер памяти жертв политических репрессий, сквер участников локальных военных конфликтов и мемориальный комплекс в селе Устюхта. Именно эти объекты набрали большее количество заявок. Всего же в адрес рабочей группы их поступило около 1000. Стоит отметить, что в сборе заявок принимали участие не только отдельные жители, но и целые коллективы. Так, например, в детском саду номер 9 удалось собрать более 100 предложений от сотрудников учреждения и родителей воспитанников. Активность проявили и самые юные жители Сосногорска. В сборе предложений поучаствовали и учащиеся городских школ старше 14 лет. Добавим, оставить свой голос можно двумя способами. Это заполнив специальную форму в городском пункте для голосования, адреса на ваших экранах, а также в группе «Сосногорский район» официально в социальной сети ВКонтакте. Опрос продлится до 25 февраля. В феврале свое 80-летие отпраздновал заслуженный работник культуры Республики Коми и России, почетный гражданин Сосногорска, автор гимна Сосногорского района Станислав Пахтушкин. По этому знаменательному поводу на сцене ГДК «Горизонт» состоялся творческий вечер поэта и композитора. Сколько песен я спел, разложив свою жизнь всю по полкам. Может, все не успел, только поздно уже догонять. Кто-то скажет, зачем? Что от песен твоих людям толку? Только я не могу я сидеть и молчать. Именно с этих строк начал вечер сам виновник торжества. И они как нельзя лучше говорят об авторе. Человек с неуемной энергией, огромным творческим потенциалом, который посвятил всю свою жизнь музыке и стихам. В них он раскрывает главные секреты жизни, учит находить красоту в простых, на первый взгляд, вещах, говорит о том, что главное в человеческих отношениях – это искренность. Отдельное спасибо я ему хочу сказать за те песни, которые он посвятил нашей железной дороге. Это отличные песни. Это даже если нас когда не будет, то все равно после нас эти песни будут петь. Стихи его будут читать. Мы от районной организации ветеранов выражаем ему большую искреннюю благодарность и поздравляем его с юбилеем. Станислав Иванович принимал поздравления от благодарных почитателей своего творчества. Каждый участник и зритель в зале от всего сердца пожелали юбиляру долгих лет жизни и творческих успехов. Не обошлось в этот день и без подарков. Например, глава муниципального района Сосногорск Сергей Дегтяренко объявил о том, что муниципалитет выделит средства на издание новой книги Станислава Пахтушкина. У меня в руках практически самый издатный сборник ваших стихов, который вышел в свет 10 лет назад и подписан вами 8 февраля 2009 года. Да, это когда было 70-летие. Вот эта вот книжечка бережно хранится в администрации Сосногорского района, потому что она – это часть нашего общего культурного наследия. Но, конечно же, ваш талант заслуживает большего. И мне очень приятно объявить, что муниципалитет выделит денежные средства на издание вашей новой книги. В этот вечер поздравить Станислава Ивановича спешили те, кому довелось с ним сотрудничать на протяжении более чем 50 лет творческой деятельности. И таких людей оказалось огромное количество. Певческие коллективы и общественные организации, артисты со стажем и совсем юные, только начинающие делать первые шаги на сцене, бывшие и нынешние коллеги. Каждый хотел высказать маэстро слова восхищения и благодарности за талант и верность любимому делу. Поздравления звучали и издалека. Одним из творческих подарков стал видеоклип, в котором сосногорцы, которые теперь проживают в других городах нашей необъятной страны, но по-прежнему любят свой город и скучают по нему, записали песню «Сосногорский вальс», автором музыки которой является Станислав Пахтушкин. Здесь такие волшебные зори, в переливах сверкающих роз, в каждой искорке зимних раздолий Сосногорск
Станислав Иванович – это человек, который в нашем Сосногорском районе, я думаю, что каждый знает этого Станислава Ивановича, каждый видел его на сцене, каждый видел его на прогулке на велосипеде. Замечательный человек, который о себе громко сказал в нашем Сосногорском районе. Станиславу Ивановичу я и вся наша кадетская школа желает здоровья, долголетия, дальнейших творческих успехов. А как о самом о человеке, это замечательный человек, добрый, отзывчивый. Мы с ним долго сотрудничали, в школе имеется в виду. Он у нас давно, еще в молодости, вел уроки пения. А в последнее время, вот когда уже школа-интернат превратилась в кадетскую, он написал гимн для кадетской школы. Станислав Пахтушкин является автором не только кадетского гимна. Благодаря ему гимн имеет и Сосногорский район. Сам же юбиляр на сцене не только принимал, но и дарил по-настоящему бесценные подарки. Новые стихи и песни, улыбку и искрометный юмор. И, конечно же, уверенность в том, что свое обещание дожить до 100 лет он непременно выполнит. Пока живу, покуда душою молод, пока стучит ретивое мое, тебе, мой милый край, мой милый город, я посвящаю творчество свое. Спасибо. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На прошедших выходных Сосногорск принимал гостей со всего северо-запада. Поводом для этого стало первенство по рукопашному бою среди спортсменов от 12 лет до 21 года. Столь масштабное соревнование наш город принял впервые. Павел Дурников подробнее. В спортивном комплексе «Метеор» завершились бои в рамках первенства Северо-Запада по рукопашному бою. Среди участников более 200 спортсменов из Архангельской, Мурманской, Вологодской, Ленинградской и Калининградской областей. Самой представительной делегацией стала сборная Коми. От имени Министерства спорта Республики Коми я приветствую всех участников соревнований, организационный комитет, гостей соревнований. Сегодня в этом зале действительно собрались сильнейшие спортсмены-рукопашники Северо-Западного федерального округа России для того, чтобы определить лучших, сильнейших в каждой возрастной группе и, соответственно, весовой категории. На кону путевка в финал первенства России. Также Николай Михайлович вручил награды и удостоверения спортсменам. Так, например, из рук министра зачетную книжку кандидата в мастера спорта по рукопашному бою получил Максим Тихонов. Спортсмен не раз становился чемпионом и на этот раз верил в свою победу. И так оно и получилось. В своей весовой и возрастной категории Максим взял золотую медаль. Я раньше жил в деревне, когда мы сюда переехали, папа сразу сказал: ты будешь каким-то видом единоборств заниматься. Мы ходили на карате, дзюдо, мне ничего не понравилось, пришел на рукопашный бой, все, мне понравилось. Родители оставили. А вот юниорка из Архангельска Диана Борисова занимается рукопашным боем уже 3-й год. И в будущем собирается достичь немалых высот в этом виде спорта. Рукопашный бой – это основа всех боев, как по моему мнению. Это очень сильный вид боевых искусств. И как туда я попала? Я попала туда с помощью нашего тренера, который в школе у нас вел ОФП. И он как бы приглашал юношей, и я решила попробовать себя в этом спорте. Почетным гостем первенства Северо-Запада стал вице-президент Общероссийской федерации рукопашного боя, актер и каскадер Алик Гульханов. По его словам, Сосногорск – спортивный город. Много-много лет назад я приезжал сюда, в Сосногорск, с команды сборной Сыктывкара в качестве спортсмена и в качестве тренера играющего. Мы маленький дом культуры, что-то такое-то, на 50 человек, там ютились, выступали, с синяками уезжали опять назад, потому что Сосногорск был всегда сильной командой. И сегодня вот в таком дворце, это я вам скажу, значит, не зря мы делали что-то.
значит, не зря мы сюда приезжали. И поэтому вот такие соревнования для юных спортсменов – это, как говорится, еще на одну ступеньку, это рост к его будущей мечте, то есть стать чемпионом мира. Накануне соревнований Алик Гульханов также провел для спортсменов встречу «Диалог на равных», где ответил на все интересующие вопросы подростков. Как не волноваться перед боем, почему именно рукопашный бой, легко ли быть каскадером. Он охотно делился советами, раскрывая свои секреты. Также и в процессе всех дней соревнований российский актер не оставался в стороне и поддерживал юных рукопашников перед боем. Для спортсменов, в свою очередь, такая поддержка была необходима. Самое главное для них – хороший результат, ведь на кону большие перспективы. В дальнейшем, после результатов соревнований, команда поедет на первенство России в город Волгоград в конце марта и будет готовиться уже потом к первенству мира и к Кубку Азии. 2 дня соревнований были насыщенными и увлекательными. Результатом первенства по рукопашному бою стало 1-е место Республики Коми в общекомандном зачете. Одним из слагаемых успеха стали успешные выступления сосногорских ребят. В их копилке теперь 18 медалей, из которых 7 золотых. По окончанию состоялась торжественная церемония, где наградили лучших из лучших. Павел Дурников, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. В начале рабочей недели циклон, который переместится на Уральский регион, откроет доступ к арктическому воздуху. По прогнозам республиканских синоптиков, холодной будет ночь на вторник. Температура повсеместно понизится до минус 20 градусов и ниже. Но похолодание будет кратковременным. Уже к середине недели серия западных циклонов вытеснит морозы за Урал. Температура вновь на несколько дней повысится до минус 2, минус 7 градусов. Потепление будет сопровождаться порывистым ветром и снегопадами. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.